Бог говорит тебе сегодня: «Мое любимое дитя, мой путь лучше, чем твой, мой план больше, чем твой план. Моя мечта о твоей жизни более полезна, более осуществима и лучше, чем то, о чем ты когда-либо мечтал. А теперь оставайся открытым и доверься мне». Если вы верите в Бога, вас ждут хорошие новости. Для вас это будет знаком того, что, несмотря на все, что произошло за последнее время, вы сейчас на правильном пути. Поделитесь этим видео, чтобы подтвердить это. Введите «да», если верите. Бог говорит: «Не волнуйтесь. Ты даже не представляешь, что я для тебя приготовил». Перестаньте пытаться все спланировать самостоятельно. Все будет хорошо. Поверьте мне. Через 3 дня ты ясно поймешь, что задержка твоего плана была защитой Бога, Его любовью. Он все время рядом с тобой, Он ведет тебя. Здесь и сейчас напишите «да», если верите. Бог говорит: прежде чем слишком остро реагировать, помолитесь. Все нормально. Я понимаю, что ты всего лишь человек, и иногда кажется, что все выходит из-под твоего контроля, но не сомневайся в моих силах, потому что я поддержу и помогу тебе. Я всемогущ. Я тебя люблю. Если вы читаете это, вы вступили в фазу, когда проявляются ваши лучшие дни. До конца этого года вы продвинетесь в жизни на 5 лет вперед. Ваша жизнь складывается намного лучше, чем вы могли себе представить. Введите «да» для подтверждения. Бог говорит: «Я знаю, что ты стараешься. Просто знайте, что ваши лучшие результаты сегодня не будут выглядеть так же, как раньше. Каждый день будет разным. Я тебя люблю». Ангельское послание: к вам приближается что-то очень хорошее. Хорошие новости, хорошие времена, хорошее здоровье, хорошие отношения и много благословений. Поставьте лайк и сохраните, чтобы получить. Напишите «да», если верите. Бог говорит: ты попробовал, все в порядке. Ты отдал все, что у тебя было. Ты должен гордиться. Ты заставил себя. Ты не неудачник, ты воин. Приготовьтесь, потому что я открываю для вас новые двери. Я тебя люблю. Если вы видите это число постоянно, значит, ангелы с вами. Вы собираетесь получить огромное благословение в своей жизни, которое изменит всех. Введите «да» для подтверждения. Бог говорит, что попытаться не помешает. Я знаю, что ты способен на многое. Я создал вас силой, самоконтролем и властью. Я верю в тебя. Я тебя люблю. Сегодня твой счастливый день. Это не совпадение, ваша жизнь вот-вот изменится, и огромные благословения уже рядом. Введите «да» для подтверждения. Бог говорит: сделайте глубокий вдох. Не позволяйте моменту гнева контролировать вас. Расслабься, все наладится. Помолитесь и поговорите со мной. Я тебя люблю. Грядут перемены, с вами вот-вот произойдет что-то большое, и в нужный момент Вселенная подарит вам то, что принадлежит вам. Сохраните это, чтобы подтвердить, подпишитесь на это, чтобы подтвердить. Бог говорит: «Я спас тебя». Продолжайте быть сильными и никогда не теряйте веру в самые слабые моменты жизни. Ваша вера должна быть самой сильной. Я тебя люблю.
Вы вступаете в новую яркую главу своей жизни. Не бойтесь. Ваши мечты сбудутся, ваши благословения умножатся. Сохраните этот пост, если верите этому, и напишите «да», если верите. Бог говорит: «Я не хочу, чтобы ты думал обо всем плохом, что происходит в твоей жизни. Вместо этого я хочу, чтобы вы помолились мне, потому что эти проблемы пройдут и вскоре станут победами с моей божественной помощью». Когда вы видите это число, это напоминание о том, что ваши ангелы сейчас рядом с вами. Вы божественно защищены, поддержаны в любви. Напишите, если верите. Для вас все произойдет внезапно, и вы будете благодарны, что не сдались. Благословения приходят. Введите «да», если вы готовы. Если вы верите в христианство, пожалуйста, поддержите наше христианское сообщество, пожертвовав в качестве суперблагодарности до $100. Спасибо большое, аминь. Это ваше подтверждение того, что то, о чем вы молились, уже на пути к вам. Напишите «да», если верите. Хорошие новости приближаются к вам. Для вас это будет знаком того, что, несмотря на все, что произошло за последнее время, вы сейчас на правильном пути. Сохраните этот пост, чтобы подтвердить, напишите, если верите. Вы скоро получите огромное подтверждение, то, о чем вы молились, уже на пути к вам. Введите «да» для подтверждения. Поздравляем! Вас ждут хорошие новости. Вселенная меняет все ситуации. Вы вступаете в новый сезон благословений. Будьте готовы к этому. Напишите, если верите. Бог говорит: «Я забочусь о тебе». В жизни произойдут несправедливые вещи, но жизнь на земле не идеальна. Небеса будут совершенны. Очень скоро вы получите все, что захотите. Жизнь вашей мечты с вашей любовью станет вашей реальностью. Читая это, введите «да», чтобы получить. Дорогой Бог, я очень благодарен за все, что ты сделал для меня. Временами мне стыдно обращаться к вам за помощью, потому что я чувствую, что вы устали меня слышать. Помогите мне избавиться от этих искаженных мыслей, потому что я знаю, что они нереальны. Ты любишь меня, тогда спасибо, что выслушал. Бог, ангелы призывают вас поверить в силу синхронности и божественного времени. Все происходит так, как задумано, чтобы ваша душа развивалась. Доверьтесь процессу, напишите, если согласны. Бог говорит: «Я здесь ради тебя. Я никуда не собираюсь». Не позволяйте сатане наполнить ваши мысли негативными, ложными мыслями. «Я тебя люблю». Вселенная поддерживает вас. Вы получите неожиданные благословения. Любовь, материальное и духовное изобилие уже в пути в вашу жизнь. Напишите «да», если верите. Вы добьетесь огромного успеха во всех сферах своей жизни. Вы увидите, что дела идут лучше, чем вы могли себе представить. Напишите «да», если верите. Чудо уже на пути к вам. Чудо достаточно велико, чтобы изменить всю вашу жизнь. Сохраните этот пост, если готовы, и напишите «да», если верите. Впереди огромные перемены. Все происходит ради вашего высшего блага. Приготовьтесь к масштабным изменениям, ситуация становится захватывающей. Напишите, если верите.
Ангелы говорят, что если вы видите это, то через 3-5 дней вы получите огромное богатство. Не рискуйте пропустить это, карма реальна. По крайней мере, поделитесь этим видео, чтобы подтвердить это. Введите 1212 для подтверждения. Вселенная сегодня говорит с вами. Пришло время снова поволноваться. Я собираюсь вас удивить. Неожиданные благословения приходят к вам. Избавьтесь от стресса и доверьтесь мне. Я собираюсь потрясти твой мир. Приготовься. Напишите «да», если вы верите, что в вашу жизнь придет что-то, что полностью изменит все в очень положительную сторону. Введите «да», если вы согласны. Загадайте желание, и оно у вас сбудется. Любовь и удача принадлежат вам. Тип 1111. Вы получите жизнь своей мечты. Все произойдет согласно вашему желанию. Подтвердите «да», поделитесь и подпишитесь, чтобы заявить об этом. Введите «да» и подпишитесь на нас, чтобы подтвердить. Бог хочет, чтобы вы перестали быть такими негативными. Он хочет, чтобы вы стояли в вере, были смелыми и мужественными. Он хочет, чтобы вы рассказали своим проблемам, кто ваш Бог. За 44 или у тебя вдруг получится. Вы выйдете на первое место. Будьте готовы к невероятным переменам, которые произойдут в вашей жизни. Введите 444, чтобы потребовать это. Бог говорит, что вам нужно подготовиться. Место, где вы находитесь, не является постоянным. Взрывные благословения приближаются к вам. Я повышу вам сверх вашей зарплаты. Я благословлю вас сверх вашего обычного дохода. Я внезапно изменю что-то в твоей жизни. Бог говорит, что для тех, кто читает это, скоро станет лучше. Ты плакала и ждала достаточно долго. Бог посылает вам помощь, ответы, исцеление, благословения и чудеса. Этот год еще не закончился. Доверься Ему. Это ваше подтверждение того, что то, о чем вы молились, уже на пути к вам. Введите «да» для подтверждения. Дорогой Бог, я молюсь за каждого человека, который читает это и нуждается в исцелении своего тела, финансовых нуждах или отношениях, которые необходимо восстановить. С тобой все возможно. Я прошу, чтобы вы подарили им мир и утешение своей любовью. Во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит, что я не могу обещать тебе легкой жизни. Жизнь не будет легкой, но я могу обещать идти с тобой на каждом шагу. Я тебя люблю. Ваша жизнь становится все лучше и лучше. Ваша карьера и личная жизнь стремительно взлетят. Хорошие вещи грядут. Сохраните этот пост, чтобы претендовать на него. Напишите «да», если верите. Бог говорит, что у тебя была не самая легкая жизнь, и мне жаль. Я чувствую твою боль. Я стою с тобой. Я тебя люблю. Вскоре вы поймете, почему вы выбрали идеальное время и почему все должно было произойти именно так, как произошло, чтобы привести вас туда, где вы должны были быть. Наберите 1111, если готовы, или 4444, если читаете это. Если вы это читаете, с вами все будет в порядке. Деньги придут. Ты исцелишься.
Любовь найдет тебя. Жизнь окажется лучше, чем вы себе представляли. Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что все хорошо. Введите 4444, если верите. То, что ты хочешь, уже твое. Уже сделано. Начните считать свои благословения за это. Начните говорить спасибо за это. Начните праздновать это. Аминь и напишите «Да». Бог говорит, не сдавайтесь. На этом ваша история не заканчивается. Именно здесь вы почувствуете наибольший рост. Я в этом процессе вместе с вами. Мы пойдем вместе. Я тебя люблю. Вселенная говорит вам, в этом году вы получите настоящую любовь, которую заслуживаете. Этому человеку не терпится оказаться рядом с вами. Вы – любовь всей жизни этого человека. Ожидайте волшебства. Введите 3333, если вы согласны. Это признак того, что вы подходите к концу цикла в своей жизни. На вашем пути появятся новые вещи, и вам нужно найти свою новую страсть. Господи Боже, я устал пытаться во всем разобраться самостоятельно. Мне жаль, что я не обратился к вам за помощью. Я не могу сделать это один. Пожалуйста, помогите мне. Я тебя люблю. Бог говорит, что вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Все, что вам нужно сделать, это довериться мне и усердно работать. Я поставлю нужных людей и поверю на ваш путь. Я присматривал за тобой и всегда буду присматривать за тобой. Я тебя люблю. Скоро вам предстоит отпраздновать что-то особенное. Вы будете полны радости и счастья. Будет почти не от мира сего, как внезапно для вас все это произойдет. Будьте к этому готовы. Ожидайте этого. Это происходит. Введите «Да», если вы готовы. 1212. Ваше время приближается. Это вот-вот произойдет с вами, и вы можете это почувствовать. Так много благословений рядом. Продолжайте верить, продолжайте молиться и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. Ангелы призывают вас поверить в силу синхронности и божественного времени. Все происходит так, как задумано, чтобы ваша душа развивалась. Доверьтесь процессу. Введите 1111, если вы согласны. Вселенная работает на вас. Небеса ведут разговоры о тебе. Вам назначены ангелы. Все будет хорошо. Приготовьтесь к большему веселью, улучшению финансового положения, исцелению, множеству любви и чудес. Введите «Да» для подтверждения. Ваше время приближается. Это вот-вот произойдет с вами, и вы можете это почувствовать. Так много благословений рядом. Продолжайте верить, продолжайте молиться и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. Введите «Да» для подтверждения. Первое, что вы получите завтра утром, это чудо. Не проходите мимо, не сказав Богу спасибо за этот день. Введите 777, чтобы с благодарностью получить его. Поздравляем, засуха закончилась. Вы будете осыпаны благословениями, исцелением, позитивными изменениями, любовью, новыми возможностями и благосклонностью.
Ваши самые полезные молитвы будут услышаны и проявлены. Введите «да», чтобы подтвердить это. На этой неделе с вами произойдет чудо. Это будет самый значительный сдвиг, который вы когда-либо испытали. Откройте свое сердце и свой разум. Будьте готовы принять это с благодарностью. Сохраните этот пост, чтобы претендовать на него. Введите «да», чтобы получить. Новое начало, которого вы когда-то жаждали, наконец-то здесь. Знайте, что стресс, растерянность и бессонные ночи скоро закончатся. Вселенная заменит его ясностью, покоем и удовлетворением. Введите «да», если вы согласны. В гобелене божественных обещаний христианский Бог предстает архитектором мечтаний и источником непоколебимой поддержки. Послания представляют собой повествование о надежде и предвкушении, призывая верующих подтвердить свою веру в Бога, который управляет судьбами и преобразует жизни. Призыв сказать громкое «да» звучит не просто как ответ, но и как акт веры, провозглашение, которое согласуется с верой в доброжелательное божество, готовое открыть жизнь мечты для тех, кто доверяет его провидению. Приглашение стоять в вере, быть смелым и смело заявлять о своей преданности Богу выходит за рамки простого позитива. Это отражает глубокое доверие к Богу, который превосходит обычное и действует через необычное. Числовые сигналы, такие как 44 и 444, служат символами божественного выравнивания и подтверждения, побуждая верующих ожидать невероятных перемен, взрывных благословений и восхождения к победе. Христианский Бог, как Он изображен в этих посланиях, не отстранен, а тесно вовлечен в дела своих детей, готовый поднять их за пределы их обстоятельств. Заявление о намерении Бога увеличить зарплату верующих сверх их обычных доходов и благословить их сверх их обычных доходов наводят на мысль о Боге, который наслаждается превышением ожиданий. Это божественное обещание внезапных перемен в жизни подчеркивает идею о том, что Бог не связан ограничениями человеческого времени или понимания. В посланиях подчеркивается приходящий характер нынешних ситуаций, уверяя верующих, что то, где они находятся, не является постоянным и что на горизонте уже не за горами лучшие дни, наполненные взрывными благословениями. В сообщениях заложена идея Божьего времени, концепция, которая признает трудности и периоды ожидания, с которыми сталкиваются люди. Однако это ожидание не напрасно, оно служит определенной цели в великой схеме божественного управления. Христианский Бог, как Он представлен, понимает боль, солидарно и уверяет верующих, что их идеальное время является частью более широкого божественного плана. Числовые символы 1111 и 4444 становятся для людей точками соприкосновения с этим божественным заверением. Сердечная молитва, вплетенная в послание, еще раз иллюстрирует природу христианского Бога как сострадательного и отзывчивого божества. Молитва выходит за рамки личных потребностей и охватывает коллективные заботы читающих, укрепляя идею о том, что с Богом все возможно. Этот акт молитвы становится для верующих каналом для поиска исцеления, финансового восстановления и обновления отношений, признавая Бога высшим источником мира и утешения. В сообщениях также признается неизбежность жизненных испытаний, подчеркивая, что Бог не обещает легкой жизни. Однако уверенность в Божьем сотрудничестве на каждом этапе дает верующим основу для стойкого и мужественного преодоления трудностей.
Обещание лучшей жизни, процветающей карьеры и возвышенной личной жизни служат маяками надежды, побуждая верующих держаться своей веры среди жизненных испытаний. В великом повествовании о божественной любви послания привлекают внимание к концепции благодарности как преобразующей силы. Верующим рекомендуется не только ожидать благословений, но и активно выражать благодарность, празднуя благословения еще до того, как они проявятся. Этот акт подсчета благословений и выражение благодарности становится свидетельством веры в Бога, который не только слушает, но и активно участвует в росте и процветании своих детей. Пока верующие преодолевают приливы и отливы жизни, послания представляют христианского Бога как постоянное, непоколебимое присутствие. Обещание настоящей любви, выраженное через числовое утверждение 3333, подчеркивает участие Бога в интимных аспектах жизни верующих. Сообщения предполагают, что божественный план включает в себя циклы, переходы и возникновение новых страстей, призывая людей искать Божьего руководства и помощи в преодолении этих трансформационных фаз. В симфонии божественных посланий христианский Бог выступает как любящая направляющая сила, приглашающая верующих доверять, стоять в вере и заявлять о своей готовности к необычному. Космический танец между человечеством и божественностью разворачивается с уверенностью в том, что Божьи обещания – это не просто отдаленные отголоски, а неминуемая реальность, ожидающая подтверждения. В этом сложном узоре веры христианский Бог призывает верующих принять надежду, ожидать благословений и путешествовать с непоколебимой верой в божественный план. Ангелы говорят, что если вы видите это, то через 3-5 дней вы получите огромное богатство. Не рискуйте пропустить это, карма реальна. По крайней мере, поделитесь этим видео, чтобы подтвердить это. Введите 1212 для подтверждения. Вселенная сегодня говорит с вами. Пришло время снова поволноваться. Я собираюсь вас удивить. Неожиданные благословения приходят к вам. Избавьтесь от стресса и доверьтесь мне. Я собираюсь потрясти твой мир. Приготовься. Напишите «да», если вы верите, что в вашу жизнь придет что-то, что полностью изменит все в очень положительную сторону. Введите «да», если вы согласны. Загадайте желание, и оно у вас сбудется. Любовь и удача принадлежат вам. Тип 1111. Вы получите жизнь своей мечты. Все произойдет согласно вашему желанию. Подтвердите «да», поделитесь и подпишитесь, чтобы заявить об этом. Введите «да» и подпишитесь на нас, чтобы подтвердить. Бог хочет, чтобы вы перестали быть такими негативными. Он хочет, чтобы вы стояли в вере, были смелыми и мужественными. Он хочет, чтобы вы рассказали своим проблемам, кто ваш Бог. За 44 или у тебя вдруг получится. Вы выйдете на первое место. Будьте готовы к невероятным переменам, которые произойдут в вашей жизни. Введите 444, чтобы потребовать это. Бог говорит, что вам нужно подготовиться. Место, где вы находитесь, не является постоянным. Взрывные благословения приближаются к вам. Я повышу вам сверх вашей зарплаты. Я благословлю вас сверх вашего обычного дохода. Я внезапно изменю что-то в твоей жизни. Бог говорит, что для тех, кто читает это, скоро станет лучше.
Ты плакала и ждала достаточно долго. Бог посылает вам помощь, ответы, исцеление, благословения и чудеса. Этот год еще не закончился. Доверься Ему. Это ваше подтверждение того, что то, о чем вы молились, уже на пути к вам. Введите «да» для подтверждения. Дорогой Бог, я молюсь за каждого человека, который читает это и нуждается в исцелении своего тела, финансовых нуждах или отношениях, которые необходимо восстановить. С тобой все возможно. Я прошу, чтобы вы подарили им мир и утешение своей любовью. Во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит, что я не могу обещать тебе легкой жизни. Жизнь не будет легкой, но я могу обещать идти с тобой на каждом шагу. Я тебя люблю. Ваша жизнь становится все лучше и лучше. Ваша карьера и личная жизнь стремительно взлетят. Хорошие вещи грядут. Сохраните этот пост, чтобы претендовать на него. Напишите «да», если верите. Бог говорит, что у тебя была не самая легкая жизнь, и мне жаль. Я чувствую твою боль. Я стою с тобой. Я тебя люблю. Вскоре вы поймете, почему вы выбрали идеальное время и почему все должно было произойти именно так, чтобы привести вас туда, где вы должны были быть. Наберите 1111, если готовы, или 4444, если читаете это. Если вы это читаете, с вами все будет в порядке. Деньги придут. Ты исцелишься. Любовь найдет тебя. Жизнь сложится лучше, чем вы себе представляли. Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что все хорошо. Введите 4444, если верите. То, что ты хочешь, уже твое. Уже сделано. Начните считать свои благословения за это. Начните говорить спасибо за это. Начните праздновать это. Аминь и напишите «да». Бог говорит, не сдавайтесь. На этом ваша история не заканчивается. Именно здесь вы почувствуете наибольший рост. Я в этом процессе вместе с вами. Мы пойдем вместе. Я тебя люблю. Вселенная говорит вам, в этом году вы получите настоящую любовь, которую заслуживаете. Этому человеку не терпится оказаться рядом с вами. Вы – любовь всей жизни этого человека. Ожидайте волшебства. Введите 3333, если вы согласны. Это признак того, что вы подходите к концу цикла в своей жизни. На вашем пути появятся новые вещи, и вам нужно найти свою новую страсть. Господи Боже, я устал пытаться во всем разобраться самостоятельно. Мне жаль, что я не обратился к вам за помощью. Я не могу сделать это один. Пожалуйста, помогите мне. Я тебя люблю. Бог говорит, что вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Все, что вам нужно сделать, это довериться мне и усердно работать. Я поставлю нужных людей и поверю на ваш путь. Я присматривал за тобой и всегда буду присматривать за тобой. Я тебя люблю. Скоро вам предстоит отпраздновать что-то особенное. Вы будете полны радости и счастья. Будет почти не от мира сего, как внезапно для вас все это произойдет. Будьте к этому готовы.
Ожидайте этого. Это происходит. Введите «да», если вы готовы. 1212. Ваше время приближается. Это вот-вот произойдет с вами, и вы можете это почувствовать. Так много благословений рядом. Продолжайте верить, продолжайте молиться и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. Ангелы призывают вас поверить в силу синхронности и божественного времени. Все происходит так, как задумано, чтобы ваша душа развивалась. Доверьтесь процессу. Введите 1111, если вы согласны. Вселенная работает на вас. Небеса ведут разговоры о тебе. Вам назначены ангелы. Все будет хорошо. Приготовьтесь к большему веселью, улучшению финансового положения, исцелению, множеству любви и чудес. Введите «да» для подтверждения. Ваше время приближается. Это вот-вот произойдет с вами, и вы можете это почувствовать. Так много благословений рядом. Продолжайте верить, продолжайте молиться и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. Введите «да» для подтверждения. Первое, что вы получите завтра утром, это чудо. Не проходите мимо, не сказав Богу спасибо за этот день. Введите 777, чтобы с благодарностью получить его. Поздравляем, засуха закончилась. Вы будете осыпаны благословениями, исцелением, позитивными изменениями, любовью, новыми возможностями и благосклонностью. Ваши самые полезные молитвы будут услышаны и проявлены. Введите «да», чтобы подтвердить это. На этой неделе с вами произойдет чудо. Это будет самый значительный сдвиг, который вы когда-либо испытали. Откройте свое сердце и свой разум. Будьте готовы принять это с благодарностью. Сохраните этот пост, чтобы претендовать на него. Введите «да», чтобы получить. Новое начало, которого вы когда-то жаждали, наконец-то здесь. Знайте, что стресс, растерянность и бессонные ночи скоро закончатся. Вселенная заменит его ясностью, покоем и удовлетворением. Введите «да», если вы согласны. Вы освобождаетесь от долгов, ваше здоровье улучшится, и вы получите работу. Вы пройдете тест, слезы, боль и бессонные ночи подходят к концу. Вы встретите нужного человека, благословения приходят к вам. Дорогой Бог, прежде всего я хочу сказать спасибо. Сегодня я молюсь об исцелении, очисти мою душу и освежи мое сердце. Обнови мое тело, исправив все недуги и боли. Сделай меня снова целым в Тебе. Ты мой целитель, кормилец и защитник. Ты можешь делать что угодно. Я доверяю Тебе всегда. Во имя Иисуса, аминь. Не пропускайте. Бог решил, что человек, который поделится этим видео, через 1 час совершит чудо. Вставьте аминь и подпишитесь, если верите в Бога. Бог говорит, что когда ваше сердце дрожит и вы чувствуете, что оно колотится, молитесь. Лучшее лекарство для беспокойного сердца – молитва. «Я с тобой, я тебя люблю». Бог говорит: «Я знал все, что ты сделаешь, еще до твоего рождения, и все же призвал тебя. Я еще не закончил с тобой, и ты не останешься». Когда вы молитесь, идите глубже. Молитесь за своих близких и друзей по имени.
Если вы знаете, с чем они борются, вы скажите это между вами и Богом. Вы будете удивлены, насколько молитва может помочь. Если ты знаешь, ты знаешь. 1010, все сложится лучше, чем вы можете себе представить. Вся Вселенная творит чудеса, когда вы решаете быть благодарными, не ожидая этого. Напишите «да», если верите. Бог говорит, что молитва – это один из эффективных способов поговорить со мной. Я слушаю и всегда вовремя. Не бойтесь, ибо я запланировал для вас лучшее будущее, чем вы имеете для себя. Поговори со мной, и я утешу тебя. Я тебя люблю. 22. Вселенная говорит вам, в этом году вы получите настоящую любовь, которую заслуживаете. Этот человек с нетерпением ждет возможности быть с вами. Вы – любовь всей его жизни. Ожидайте волшебства. Введите 222, если вы готовы. 333. Вселенная сделает для вас что-то удивительное, и в вашей жизни из ниоткуда появится множество возможностей. Благословения, которые вы получаете, огромны. Вы боретесь каждый день, чтобы позаботиться о своей семье и сохранить свой мир. Кажется, что тяжесть мира давит на вас. Всегда помните, что вы не одиноки. Через молитву принеси мне все свои заботы. Я буду предоставлять, я проложу тебе путь. Небесные ресурсы позади вас. Вам не нужно беспокоиться, у меня твоя спина. В огромном космическом ковре, сотканном из нитей молитв и небесных бесед, христианский Бог выступает как божественный организатор, всемогущий ткач судеб. Поскольку предыдущие сообщения повторяют обещания чудес, благословений и божественного вмешательства, они призывают верующих предвидеть глубокую связь с Божественным. Эта космическая драма разворачивается на фоне любящего и великодушного Бога, чья благодать и провидение простираются на тех, кто готов довериться разворачивающемуся повествованию своей жизни. Призыв к молитве и благодарности находит глубокий отклик в сердце верующего, отражая мнение о том, что христианский Бог является отзывчивым и сострадательным божеством. Сообщения подтверждают веру в божественное время, синхронность и невидимое функционирование Вселенной. Они призывают верующих открыть свои сердца чудесному, предвкушать каскад благословений и выразить благодарность за скорое наступление позитивных перемен. Среди ожидания чудес и празднования отвеченных молитв суть христианской веры заключена в сердечной молитве, обращенной к Богу. Это интимное общение признает Бога целителем, поставщиком и защитником, божественной силой, способной обновить тело, очистить душу и произвести глубокую трансформацию. Молитва становится для верующих средством подтверждения своего доверия к Богу, признания всемогущества, превосходящего земные трудности. В сообщениях заложена концепция божественного планирования и уверенность в том, что у Бога есть цель для каждого человека. Христианский Бог изображается близко знакомым с жизненным путем каждого верующего, познавшим его еще до рождения. Это божественное предвидение сопровождается не отказом, а скорее обещанием постоянного руководства, предполагающим глубокую и вечную связь между Творцом и Творением. Божественные заверения выходят за рамки личных обстоятельств и касаются коллективного человеческого опыта. Послания передают чувство солидарности, уверяя верующих, что они не одиноки в своей борьбе.
Присутствие Бога изображается как источник утешения и утешения, убежище, к которому можно обратиться, столкнувшись с тяжестью мира. Посредством молитвы люди получают возможность выразить свои опасения, будучи уверенными в том, что небесные ресурсы готовы помочь им преодолеть жизненные трудности. В сообщениях также подчеркивается преобразующая сила благодарности, предполагающая, что сердце, полное благодарности, может привлечь благословения, превосходящие воображение. Христианский Бог, как показано в этих посланиях, ценит молитвы, глубоко проникающие в нужды и чаяния отдельных людей и их близких. Эта божественная внимательность создает ощущение божественного товарищества, укрепляя представление о том, что Бог – это не только отдаленное божество, но и вездесущий слушатель сокровенных разговоров сердца. Пока верующие с нетерпением ждут обещанных чудес и позитивных сдвигов в своей жизни, христианский Бог предстает как доброжелательная сила, активно вовлеченная в сложные детали их существования. Послания вызывают чувство божественной любви, ободрения и расширения возможностей, приглашая верующих продолжать свой путь с непоколебимой верой в невидимую руку, направляющую их судьбы. В этом космическом танце молитв и провидения христианский Бог выступает в качестве центральной фигуры, сплетая повествование о надежде, исцелении и божественном вмешательстве для тех, кто верит в божественный план. Возможно, вам сейчас очень тяжело. Вы можете даже не видеть, как это произойдет. Подожди, Бог может сделать за секунду больше, чем мы за всю жизнь. Все получится, ваша текущая ситуация ведет вас к благословению. Ничто не является ошибкой, не сдавайся, Бог с тобой. Бог говорит: отпусти то, что больше не служит тебе. Это то, что удерживает тебя от меня. Я хочу отношений с тобой, я люблю тебя. Бог ничего не тратит зря, это все часть процесса. Трудности, задержки, несправедливые ситуации, если мы держимся за свою веру, мы можем доверять и знать, что она работает нам на благо. Дорогой Бог, когда мы начинаем новую неделю, дай нам силы, когда мы чувствуем усталость, настойчивости, когда мы разочаровываемся, и утешай, когда мы теряем надежду. Помогите нам сосредоточиться на вас, а не на каких-то трудностях. Мы отдаем вам эту неделю во имя Иисуса. Аминь. Бог устраивает все в вашу пользу, Он рассказывает о вас нужным людям и готовит вас к большому благословению. Оставайтесь в вере, твое время приближается. Дорогой Бог, я отдаю тебе весь свой страх, тревогу и тревогу. Пожалуйста, присмотри за мной в этом году и направляй мои шаги. Аминь. Независимо от того, через что вы проходите, у Бога по-прежнему есть для вас тот же добрый план, который был у Него в момент вашего рождения. Когда враг напал на вас, Бог знал, что вы будете восстановлены. Подожди, Бог борется за вас. Бог говорит вам сегодня: я знаю, что ты физически и эмоционально истощен, но ты должен продолжать идти. Я тебя проведу, ты справишься, с тобой и твоей семьей все будет в порядке. Просто стой и позволь мне сражаться в этой битве. Бог говорит вам сегодня: я Бог чудес. Верьте в мои планы и неудачи, которые вы, возможно, пережили. У меня есть благословение для вас. Бог говорит: я стою с тобой, я рядом с тобой, и я не оставлю тебя. Ты важен мне, твоя жизнь имеет смысл. Я тебя люблю, точка.
Дорогой Господь, я передаю Тебе свою семью, свои проблемы и все свои заботы. Времена остались трудными, и было трудно найти путь. Пожалуйста, направляй мой шаг, сделай меня сильным и благослови мою семью тем, что нам нужно, чтобы идти дальше. Аминь. Бог видит вашу борьбу, Он знает, какое давление ты чувствуешь. Он обеспечит, Он уступит вам дорогу. Он завел тебя так далеко не для того, чтобы оставить тебя. Подожди, все будет хорошо. 999. Вскоре вы получите сообщение, которое изменит ваш взгляд на что-то очень важное для вас. Вы будете наполнены радостью и верой. Наберите 999, если верите. Бог говорит, что приближается то, чего вы действительно хотите, улучшается финансовое положение, твое собственное место приближается. Не игнорируйте это. Введите «да», если вы готовы. Не переставайте молиться Богу, молитесь с верой и ясным умом. Господь слышит то, что не сказано, и понимает то, что не объяснено. Ибо любовь Его действует не на устах и не в уме, а в сердце. Все наладится, поверь в это. Если вы верите в христианство, поддержите наше христианское сообщество, пожертвовав суперблагодарность до $50. Это поможет нам продолжать распространять послание Божие по всему миру. Большое спасибо. Аминь. Бог хочет, чтобы вы знали в этот четверг. Во-первых, Бог исцеляет вас. Ты возвращаешься лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. Во-вторых, не торопитесь с тем, что готовит Бог. Это будет стоить ожидания. В-третьих, к вам приближается значительное чудо. В-четвертых, Бог решает ту ситуацию, которая вас напрягает. Бог говорит, что вам нужно подготовиться. Ваше благословение произойдет раньше, чем вы думаете. Внезапно один звонок, одна возможность, и ваша жизнь изменится. Я проложу тебе путь. Небесный Отец, пожалуйста, прости мои грехи, очисти меня от моих беззаконий, исцели мое разбитое сердце и успокой мой дух. Выпускать. Защити меня от всего, что не от Тебя. Спаси душу мою от врагов моих, ибо Ты мой помощник и избавитель. Во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит: «Я никогда не пошлю тебя в ситуацию одного. Я иду впереди тебя, стою рядом с тобой, иду позади тебя». В какой бы ситуации ты ни оказался сейчас, будь уверен, что я с тобой. Грядет сдвиг, который подтолкнет вас к вашей судьбе. Благословение уже в пути. Я собираюсь высвободить двойную порцию благословений и благосклонности в вашей жизни. Несмотря на все испытания, невзгоды, душевные боли и неудачи, которые вы, возможно, пережили, у меня есть благословение на «вы». Я верну годы, которые вы потеряли. Вы станете более реализованными, здоровыми и сильными, переполненными благословениями, радостью и благосклонностью, вступая в новую главу. От ожидания к победе. Дорогой Божией я прихожу в поисках исцеления и восстановления. Ваше слово в Иеремии 30:17 гласит: «А я исцелю тебя и исцелю твои раны». Господь, я молюсь о Твоем исцеляющем прикосновении к моему телу, разуму и духу, веря в Ваше обещание восстановления. Во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит: когда что-то неясно, не беги от меня, а беги ко мне.
Попроси у меня ясности, и я покажу путь. Я люблю тебя. Бог говорит, не вините меня за ужасные вещи, происходящие в вашей жизни. Я не заставляю происходить плохие вещи. Этот мир не идеален. Будут проблемы, но я здесь, чтобы помочь вам пройти через все это. Люблю тебя. В этом мире нет ничего слишком трудного для нашего Бога. Доверься Ему. Вас ждет большой успех во всех сферах вашей жизни. Вы увидите, что дела идут лучше, чем вы могли себе представить. Напишите «Да», если верите. На этой неделе с вами произойдет что-то великое. Произнесите это в существовании. Поверь в это. Напишите «Да», если верите. Бог держит свое слово и свои обещания. Это обещание, которое Он дал вам, исполнится в назначенное время. Не презирайте то место, где вы сейчас находитесь. Позвольте Ему подготовить вас к тому, что должно произойти. И когда эта дверь откроется, вы будете готовы пройти прямо через нее. Бог говорит: «Я спас тебя». Продолжай быть сильным и никогда не теряй веру в самые слабые моменты жизни. Твоя вера должна быть самой сильной. Я люблю тебя. Господь говорит: «Я сделаю тебя мудрым. Я покажу тебе, куда идти. Я буду вести тебя и наблюдать за тобой». Аминь. Этот знак ясен. До конца этой недели с вами произойдет какое-то чудо. Вы проявите то, чего так долго ждали. Будьте готовы принять. Введите «Да» для подтверждения. Бог планирует для вас что-то хорошее. Это может быть работа, брак или прорыв. Просто заявите об этом. Получить это. Напишите «Да», если верите. Я буду направлять и вести вас по пути справедливости, и ничто не смутит ваши мысли. Я способен постоянно находиться среди ваших мыслей, наполняя вас прекрасным и вечным спокойствием. Ваше сердце переполнится радостью, и вы сможете насладиться красотой жизни. Я придумаю поводы для смеха, и боли, заставившие тебя плакать, прекратятся. Я никогда не перестану благословлять тебя. Моя любовь к тебе безусловна. Здесь я прошу вас о самых лучших и святых вещах по вашему выбору. Передайте мне свои пожелания, и я смогу ответить на ваши молитвы аплодисментами. Я могу благословить вас миром и свободой и принести изобилие в вашу жизнь. Я сделаю все ваши пути благоустроенными, и ничто не смутит вас и не нарушит ваш сон, потому что я всегда могу быть среди ваших мыслей, напоминая вам о моих обещаниях и моих заповедях. Ничто и никто в этом мире не сможет придумать такую прекрасную вещь, как я предлагаю. Я внимательно выслушал ваши просьбы и молитвы. Я также услышал ваши жалобы и извинения в ваших молитвах. Но позвольте мне сказать вам, вы превосходите меня, когда благодарите меня посреди своих проблем. Ты прошел через многое и просил бороться с тем, что причиняло тебе столько боли и не давало спать. Вы посвятили меня в усилия по укреплению вашей веры, и я очень рад, когда вы поднимаете руки в разгар своих сражений и говорите мне: «Отец, я люблю тебя». Спасибо тебе за все. Ты знаешь, что делаешь, хотя я этого не понимаю. Я знаю, что все решается вместе, и доверяю тебе.
Я глубоко тронут, когда слезы текут по твоему лицу, потому что я знаю, что ты говоришь правду. Вы всем сердцем верите, что я могу удовлетворить ваши потребности. Я испытаю вашу благодарность и искренность. Не сдавайтесь, ваш успех не за горами. Вы увидите, как засушливые долины в вашей жизни процветают, а ресурсы, которые, как вы считали, были истощены, будут реактивированы и возвращены вам в большем количестве, чем когда-либо. Вы знаете, как действует враг, поэтому не позволяйте его лжи обмануть вас. Независимо от того, что вы чувствуете, я буду продолжать благословлять вас. Если на вашем пути возникают конфликты, не впадайте в меланхолию, позвоните мне, и я найду решение. Не волнуйтесь больше, я послал своих ангелов охранять вас, чтобы вы могли жить уверенно и безопасно. Я знаю, ты это понимаешь, вы видели это раньше. Так что запомните эти слова, и у вас появится сила победить своих врагов. Вы увидите, как они в страхе бегут, когда увидят, что я действую через вас. Вы находитесь в правильной стае, не сбивайтесь с пути и не перепрыгивайте с места на место. Живите в нерушимой безопасности, которую я предлагаю. Не отвергайте мою поправку, обратите внимание на мои сообщения. Уделите мне все свое внимание, не позволяй гордости наполнить твое сердце. Я хочу, чтобы ты был скромным и спокойным, как я. Настало время подняться и отойти от ошибок прошлого, не теряя веры. Перестаньте смотреть вниз, подними свое лицо и предвкушай все хорошее, что произойдет, потому что я, твой Небесный Отец, избрал тебя, чтобы получить мою внутреннюю сущность. Ты знаешь, что в моем присутствии ты обретешь покой и силу. Вы внимательно выслушали мои обещания, поэтому, если вы искренне принимаете их за истину, покажите это, встав и столкнувшись с любыми трудностями с преданностью и верой. Я твой Бог, Создатель всего, что ты видишь. Я понимаю, что делаю, и направляю вас моим Святым Духом и вдохновляю светом моего слова. Я могу благословить место, где вы живете, и послать царство благословений, чтобы вы и ваша семья могли пожинать плоды своих усилий в идеальное для меня время. Если вы слышите эти слова, вы их поймите. С благоговением преклоните колени, потому что место и время, где вы находитесь, святы. Я хочу творить сверхъестественные чудеса для вашей жизни, но мне нужны ваша вера, преданность делу и преданность. Это знак моей любви, потому что ты просил об этом. Эти два слова – мой знак. Я люблю тебя. Если я не бросил тебя вчера, я не брошу тебя и сегодня. Я всегда был с тобой в хорошие и плохие дни, во времена радости и печали. Я никогда не отвергал тебя и не забывал о тебе. Будьте рядом, если чувствуете, что ваша вера ослабевает. Громко произнеси обещания, которые я тебе дал. Пусть те, кто причиняет тебе проблемы, поймут, что я с тобой каждый день до конца. Ты полагаешься на меня, цепляйтесь за мою милость. Не зацикливайтесь на том, заслуживаете ли вы всех этих благословений, и если ты веришь в меня, прими это благословение. Говорю вам, что когда вы получите его в свои руки, он умножится на великие дары и прекрасные награды. Наконец-то у вас будет то, что вам нужно, чтобы благословить свою семью и поделиться с теми, кого вы любите. У вас будет изобилие хлеба, здоровья, силы и мира, но вы должны использовать свою веру и быть готовыми получить эти благословения.
Больше не сомневайтесь, не отступай назад и не прячься от моего присутствия в темноте. Я говорю с вами, потому что хочу, чтобы вы вернулись, и я хочу ответить на вашу молитву и удалить проклятия и болезни с вас и вашей семьи. Я не пытаюсь ничего у вас отнять, но если я это и делаю, то потому, что собираюсь дать вам еще лучшие вещи. Вы вступаете в решающий момент. Ты так изменился. Ты уже не тот, что вчера. Вы готовы принимать решения уверенно. Не ищите мнений. Не пытайтесь угодить всем, особенно тем, кто думает только негативно. Есть люди, которые не хотели бы, чтобы вы были благословлены, когда вы объявляете о шагах, которые собираетесь предпринять, а они попытаются отговорить вас. Но так не будет, потому что я с тобой. Ты будешь идти, не останавливаясь, и когда придет время открыть двери, ты воспользуешься своей верой, и я войду с тобой. Они услышат обо всех неприятностях, которые заставили вас пошатнуться. Я могу передать вам в руки необычайные благословения, но я хочу, чтобы вы обращали на них внимание и использовали их правильно, чтобы они умножались и становились основой для более великих благословений. Когда придет время, вы и ваша семья сделаете большие шаги к лучшему будущему. Поощряйте своих детей получать образование и иметь большие мечты. Своими способностями и интеллектом они могут послужить мне во многих отношениях, преобразовывая семьи и целые нации. Герои и лидеры завтрашнего дня растут перед моим вторым пришествием. Они будут инструментами моего слова, которые будут широко использоваться. Но это произойдет только в том случае, если вы будете чтить меня в своем доме, и это увидят ваши дети. Пусть ваше поведение и образ жизни свидетельствуют о вашей вере. Никогда не держитесь за негативное настроение. Я превращу скалы и камни в нежное сердце. Те, кто когда-то говорил громко, теперь будут говорить как дети. Я положу горящие угли на уста людей, которые раньше оскорбляли тебя своими словами, и теперь они будут говорить сладко. Я изменю тебя, чтобы твоя семья увидела, что моя сила реальна. Несмотря на нападки мира на них из-за их веры, даже если они говорят, что я не существую и ничего не могу для вас сделать, поверьте мне сейчас, что моя слава проявится в вашем доме. Твои друзья увидят мое сияние ночью, ангелы будут сиять в каждом уголке вашего дома. Люди будут поражены сверхъестественными и захватывающими событиями, происходящими в вашем доме. Многие придут, и вы возложите на них руки в ответ на вашу молитву. Я лично исцелю больных, решу их проблемы и залечу их раны. В вашей семье начинается великое духовное возрождение. Вы находитесь в последних днях, и многие люди говорят это. Они хотят знать тайны моего пришествия, но в глубине души они не ищут меня. Я открою свою любовь только тем, кто верит в меня искренне и честно, кто не боится отдать свою душу, нести мое слово и отдать свою жизнь за это послание и за любовь других. Это мощное слово, которое я сейчас вшиваю в вас. Обратите пристальное внимание на послание, которое вы слышите, и храните его в своем сердце. Поднимутся день и час, и взгляните на горизонт, насколько могут видеть ваши глаза. Я использую твою жизнь, чтобы принести свою славу в отдаленные страны. Бог говорит, ты столько раз плакала наедине, но теперь я собираюсь благословить тебя публично. Прими это.
Напиши «Да», если веришь. Бог говорит вам сегодня: пришло время засиять вашим прекрасным светом. Бог хочет, чтобы вы устранили негативные мысли и перестали сдерживать себя. Вы достаточно хороши. Вы можете делать все, что захотите. Сатана держал вас. Слишком долго лежал внизу. Пришло время тебе выбраться из этого сухого места. Ты великий человек. Ты совершишь великие дела. У тебя это есть. Ты можешь это сделать. Верь в себя. Напишите «Аминь» и поделитесь этим, если вы верите в Бога. Эта неделя преподнесет вам сюрприз, который изменит вашу жизнь к лучшему. Подтвердите «Да». Вы получите хорошие новости. Вселенная меняет вашу ситуацию, плюс вы вступаете в новый сезон благословений. Будьте готовы к этому. Напишите, если готовы. Дорогой Господь, сегодня я молюсь за всех, кто дошел до этого послания. Утешите их сердце и помогите им жить в ваших любящих объятиях. Всегда направляйте их и даруйте им мудрость и силу для решения проблем в семье и на работе. Господь, я молюсь, чтобы все те, кто последует за Тобой, жили лучше в 2024 году. Пусть в их жизни будет Твое присутствие и благословение. Молитесь, пока ваша ситуация не изменится. Чудеса случаются каждый день, поэтому не переставайте верить в Божью благодать. Все, что Бог делает в вас и через вас прямо сейчас, является идеальной подготовкой к будущему, которое может видеть только Он. Поэтому не беспокойтесь о завтрашнем дне, ибо завтра будет беспокоиться само за себя. В каждом дне хватает своих проблем. Небесный Отец, каждое утро я просыпаюсь с благословением. Независимо от того, сколько драмы происходит в моей жизни или сколько боли испытывает мое тело, я знаю в своем сердце, что Бог наблюдает за мной. Если ты знаешь, что Бог с тобой, аминь. В космическом ковре, сотканном из молитв и утверждений, христианский Бог выступает маяком надежды и источником непоколебимой поддержки. Сообщения повторяют призыв к подготовке и доверию, призывая верующих подготовиться к неизбежным благословениям, которые Бог предназначил для их жизни. Поиск прощения и освобождения в сердечной молитве отражает стремление к божественному исцелению, восстановлению и защите признании того, что Бог является высшим источником силы и избавления. Заверение в том, что Бог никогда не посылает своих детей в ситуации одних, имеет глубокие последствия. Оно передает вездесущность Бога, идущего впереди, стоящего рядом и следующего позади в любых обстоятельствах. Обещание предстоящего поворота к судьбе и провозглашение двойной порции благословений и благосклонности отражают благосклонность Бога, который не только признает испытания и невзгоды, но обещает восстановление и изобилие. Сообщения черпают вдохновение из библейских отрывков, таких как Иеремия 30:17, подчеркивающих веру в то, что Слово Божие является целебным бальзамом для ран. Молитва об исцелении и восстановлении перекликается с убеждением, что Бог, сострадательный целитель, готовый исцелить не только физические недуги, но и раны сердца и духа. Доверие к Божьему обещанию становится руководящим принципом, укрепляющим идею о том, что божественное восстановление ожидаемо и гарантировано. Сообщение от Бога призывает верующих не винить Его в проблемах, с которыми они сталкиваются.
Оно подчеркивает несовершенство мира и неизбежность бед, но подчеркивает роль Бога как сострадательного проводника в жизненных трудностях. Эта перспектива побуждает верующих искать ясности и понимания у Бога в моменты неуверенности, способствуя более глубокой связи с божественным присутствием. Сообщения передают непоколебимую веру во всемогущество Бога. Поощрение доверять Ему, несмотря на мирские трудности, согласуется с представлением о том, что для Всевышнего нет ничего слишком трудного. Утверждение об успехе и лучшей жизни во всех сферах свидетельствует о глубоко укоренившейся вере в способность Бога преобразовывать обстоятельства за пределами человеческого воображения. Верующим предлагается высказывать позитивные мысли о существовании и заявлять о своей вере в верность Бога. В сообщение вплетена концепция божественного времени, подчеркивающая, что Бог держит свое слово и обещания. Верующим настоятельно рекомендуется не презирать нынешние обстоятельства, а позволить Богу подготовить их к тому, что ждет впереди. Эта подготовка становится решающим элементом обеспечения готовности войти в двери возможностей, которые Бог откроет в назначенное время. Заверение Бога в силе в самые слабые моменты говорит о преобразующей силе веры. Обещание мудрости, руководства и защиты укрепляет идею о том, что Бог не просто наблюдатель, но и активный участник жизни своих детей. Числовые сигналы, такие как 1111 и 4444, служат сигналами божественного выравнивания, побуждая верующих подтвердить свою готовность получать чудеса и благословения. Послания отражают видение Бога, который превращает личные слезы в общественные благословения, приглашая верующих принять предстоящее излияние божественной милости. Призыв пролить свой свет и устранить негативные мысли отражает божественное поощрение преодолевать препятствия и осознавать внутреннее величие. Сообщения подтверждают достоинство верующих, побуждая их поверить в себя как в отражение творения Божьего. В ожидании сюрпризов, которые изменят жизнь к лучшему, сообщения перекликаются с верой в то, что Вселенная под руководством Бога организует позитивные преобразования. Совместная молитва об утешении, мудрости и благословениях в 2024 году расширяет круг божественного влияния, признавая взаимосвязь верующих и их общее стремление к лучшей жизни. Последнее наставление молиться до тех пор, пока ситуация не изменится, подчеркивает неприходящую природу веры и постоянный диалог между верующими и Богом. Напоминание о том, что чудеса происходят каждый день, служит подтверждением того, что Божья благодать всегда присутствует и действует таинственными способами, недоступными человеческому пониманию. Пока верующие преодолевают сложности жизни, эти послания рисуют яркую картину христианского Бога, сострадательного целителя, направляющего присутствие и источника бесконечной благодати. В этом космическом танце молитв, утверждений и божественных обещаний верующие находят утешение в осознании того, что Бог – не отдаленный наблюдатель, а активный участник хитросплетений их жизни. Картина веры продолжает разворачиваться, и каждое послание добавляет новую нить надежды, доверия и непоколебимой веры в божественный план. Подходя к концу этого глубокого исследования веры и божественного руководства, давайте остановимся, чтобы поразмыслить о преобразующей силе Божьей любви в нашей жизни. Каждое сказанное слово, каждая произнесенная молитва и каждое высказанное утверждение соткали полотно надежды, стойкости и непоколебимой веры в доброту нашего Создателя. Посреди жизненных испытаний
и невзгод легко упустить из виду глубокую истину о том, что Бог всегда с нами, направляя наши шаги и формируя наши судьбы. Но когда мы вместе проходили эти послания ободрения и утешения, нам снова и снова напоминали о глубокой глубине Божьей любви и безграничной природе Его благодати. Итак, прощаясь с этим моментом размышлений и вдохновения, давайте унесем с собой знание о том, что мы никогда не одиноки. Давайте твердо придерживаться обетований Божьих, доверяя Его божественному выбору времени и отдавая наши заботы и страхи в Его любящие руки. Если слова, сказанные сегодня, тронули ваше сердце и взволновали ваш дух, я призываю вас присоединиться к нашему сообществу, подписавшись на наш канал. Вместе мы можем продолжать исследовать глубины веры и делиться с миром преобразующей силой Божьей любви. И начиная с этого момента, пусть вы делаете это с обновленным чувством надежды и цели, зная, что Божьи благословения всегда в пределах досягаемости. Пусть ты ходишь уверенно, зная, что ты, любимое дитя Всевышнего, заслуживающее всего изобилия и радости, которые Он приготовил для тебя. Пока мы не встретимся снова, пусть мир Божий наполнит ваше сердце, а свет Его присутствия направит ваш путь. Прощай, дорогой друг, и пусть Божья благодать всегда будет с тобой.